Добрый день, уважаемые родители. Я Алексеева Елена Михайловна, логопед, педагог, психолог детского сада номер 83, город Сыктывкар, и консультант Республиканского консультационного центра Коми Республиканского института развития образования. Приветствую вас. Спасибо всем, что нашли сегодня время на сегодняшний вебинар, который называется «Развитие звуковой культуры речи у детей дошкольного возраста». Мы продолжаем разговор о речевом развитии детей дошкольного возраста. На прошлом вебинаре я вам рассказала о нормах речевого развития, о причинах речевых нарушений, кто такой логопед и чем он занимается. А сегодня я трону такие вопросы, как что такое звуковая культура речи и что она в себя включает. А это и речевое, и неречевое дыхание, развитие голосового аппарата, темп речи, дикция. Все это мы сегодня рассмотрим на нашем вебинаре. Формирование звуковой культуры речи является одной из центральных задач речевого развития ребенка. В процессе воспитания детей звуковой культуры речи решаются такие задачи, как формирование правильно звукопроизношения, четкое произнесение слов в соответствии с языковыми нормами, развитие голосового и речевого аппарата. Это умение регулировать громкость произнесения слов и фраз, выработка умеренного темпа речи, формирование правильного речевого дыхания, формирование навыков умелого использования интонационных средств выразительности, изменения в зависимости от содержания высказывания, высоты и силы голоса, темпа и речи. Развитие слухового внимания и речевого слуха. Воспитание звуковой культуры речи не следует сводить только к формированию правильного произношения звуков. Формирование правильного звукопроизношения является лишь частью работы по звуковой культуре речи. Процесс овладения звуковой стороны слова, звуковой культуры, не осуществляется стихийно. Работа осуществляется постепенно и последовательно с учетом возрастных и индивидуальных возможностей детей. Начинает воспитание звуковой культуры речи необходимо с дыхания. И дыхание – это источник образования звуков. Источником образования звуков речи является воздушная струя, выходящая из легких через гортань, глотку, полость рта или нос наружу. Речевое дыхание существенно отличается от неречевого, и в отличие от неречевого дыхания, происходящего автоматически, речевое дыхание является произвольным. При неречевом или иногда иначе физиологическом дыхании вдох и выдох осуществляется через нос, причем вдох равен по продолжительности выдоху. И схема следующая. Вдох, выдох, пауза. При речевом дыхании после короткого глубокого вдоха следует пауза, или же затем длительный выдох, в момент которого и осуществляется речевой акт. Схема следующая. Вдох, пауза, выдох. Правильное речевое дыхание обеспечивает нормальное звукообразование, достаточную громкость, соблюдение пауз, сохранение плавности речи и ее выразительности. У ребенка, страдающего речевыми нарушениями, а также у часто болеющего, необходимо развивать оба вида дыхания. И физиологическое, и речевое, так как у ребенка, как правило, вдох и выдох ослаблены, а следовательно речь приглушенная, не хватает силы воздушной струи для проговаривания свистящих, шипящих, а особенно звука «р». Кроме того, ему трудно произносить длинные фразы, что может привести к нарушению плавности речи, так как ребенок вынужден добирать воздух посередине фразы или, что еще хуже, говорить на вдохе. Работу по развитию дыхания следует начинать с формирования диафрагмального дыхания, иначе его называют диафрагмально-брюшным или диафрагмально-реберным. В отличие от верхнегрудного, поверхностного, которого чаще встречается у малышей, для игр по развитию физиологического дыхания самые удобные позы – это лежа на спине или стоя. Например, после дневного сна можно предложить ребенку поиграть с животиком. Малыш, лежа в кроватке, кладет руку на живот, глубоко вдыхает, при этом животик надувается, а затем выдыхает, животик втягивается. Делать это надо не более 5 раз подряд, чтобы не было большой нагрузки на диафрагму
и брюшные мышцы, иначе могут возникнуть боли в животе. Малышу, чтобы было интереснее, можно положить на животик небольшую игрушку. Когда ребенок вдохнет, игрушка с животом поднимается вверх, а на выдохе, наоборот, опустится вниз, как будто качается на качелях. Следующий этап – это обучение умению дифференцировать вдох и выдох через нос и рот. Для этого проводим следующее упражнение. Вдох носом, выдох носом. Вдох носом, выдох ртом. Вдох ртом, выдох ртом. И вдох ртом, выдох носом. Вначале можно помогать ребенку, зажимая носик, закрывая рот ладошкой. Для формирования правильного носового дыхания необходимо ежедневно проводить дыхательную гимнастику. Сделать вдох, на выдохе постучать по крыльям носа 5-6 раз. Сделать по 5 вдохов и выдохов через правую ноздрю, а затем левую. Сделать вдох носом, а на выдохе тянуть звук «м», постепенно постукивая по крыльям носа. Вдох носом, а на выдохе произносить «ба-бо-бу», постукивая по крыльям носа. Выполнение дыхательных упражнений не только влияет на формирование речевого дыхания, но и способствует профилактике заболеваний, так как очень часто причиной нарушения звукопроизношения является именно заболевания лор-органов. Готовя ребенка к выработке собственного речевого дыхания, особенно важно обратить внимание на ротовой выдох. Следует научить ребенка забирать воздух ртом и медленно его выпускать. А для этой цели можно приложить массу разнообразных игр и упражнений. Например, дуть на легкие шарики, снежинки, листочки, бабочки. Играть на музыкальных духовых инструментах. Дуть на разноцветные картонные фигурки, султанчики, кораблики, свечки. Надувать воздушные шары, пускать мыльные пузыри. Сдувать со стола ватные комочки, например, игра в футбол. Даже можно устроить соревнования. Дуть вверх, не давая упасть перышку. Дуть, и можно даже дуть в пузырек, чей пароход дольше гудит. Главная задача этих игр – вырабатывать сильный, плавный, удлиненный выдох, формировать целенаправленную воздушную струю. Малышам до 3 лет разрешается дуть через губы, сложенные трубочкой, а дети более старшего возраста должны учиться делать полуулыбку и выдавать струю воздуха через маленькое овальное окошечко. Главное требование – игрушка должна находиться на уровне губ ребенка на расстоянии 10-15 см, а щеки ни в коем случае не должны надуваться. Если же ребенок шумно дует и щеки надуваются, то можно предложить ему придерживать щеки указательными пальчиками. Следует помнить, что дыхательные упражнения могут привести к гипервентиляции и вызвать у детей головокружение и даже вплоть до потери сознания, поэтому выполнять их нужно строго дозированно, не более 3-5 раз. Очередной этап – это формирование речевого дыхания. Начать надо с пропевания гласных звуков. Сначала на одном выдохе поется один звук, а затем 2. Например, можно предложить звукоподражание «а-у», кричим в лесу, «у-а», малыш плачет. Далее переходим к пению нескольких гласных звуков, один за другим, например, «а-о-у». Для этого, чтобы заинтересовать ребенка, можно предложить во время пропевания одного звука или цепочки звуков рисовать в воздухе указательными пальцами дорожки «а», «о», «у», тянуть воображаемые ниточки, наматывать клубочки и даже делать зарядку, наклоны, повороты или повороты туловища или головы, приседания, движение рук через стороны, вверх и вниз. Длительность пропевания зависит от возраста ребенка. Так 2-летний ребенок может тянуть звук в течение 2 секунд. Или пропеть подряд 2 гласных звука. А 3-летний 3 секунды или 3 звука.
У дошкольников длительность пения на одном выдохе соответствует количеству полных лет. Для сравнения, взрослый человек может тянуть один звук в среднем 12 секунд, а оперный певец 32 секунды. Для развития речевого дыхания детей учат проговаривать на одном выдохе простые предложения, такие, например, как «это утка», «это собака». Здесь главная задача – отработать мягкую атаку голоса, то есть первый звук сказать мягко, медленно, экономно расходуя воздух. Затем следует удлинить фразу, постепенно добавляя новые слова. Каждая новая фраза произносится на одном выдохе. Например, это шарик. Прибавляем слово. Это наш шарик. Это наш большой шарик. Это наш большой синий шарик. Количество слов во фразе не должно превышать количество лет ребенка. Детям старшего дошкольного возраста можно предложить для проговаривания сложно сочиненные, сложно подчиненные предложения. Выглянуло солнышко, и снова запели птицы. Мы не пошли гулять, потому что пошел дождь. Необходимо детей учить читать стихи, выполнять пересказы с соблюдением правил речевого дыхания, а именно, прежде чем сказать, надо вдохнуть. Во время речи стоять прямо, плечи не поднимать, воздух расходовать экономно. Соблюдать паузу во время проговаривания сложных предложений. Для того, чтобы дети лучше поняли, где в фразе необходимо сделать паузу, можно предложить такой вид работы с речью, как речь с движением. Это могут быть общие движения, например, такие вот шаги на месте. Мы шли, шли, шли. Разводим руки вперед, перед собой. Грибочки нашли. Нагнулись, сорвали, в корзину положили, изображая соответствующее движение. И дальше пошли. Опять шаги на месте. Или это можно заменить, например, на движение пальцев рук с сочетанием с речью. В эти игры с удовольствием играют даже дети 3-летнего возраста. И в заключении разговоров и формировании правильного речевого дыхания необходимо отметить, что детям любого возраста для развития дыхания очень полезно как можно больше петь. А сейчас мы с вами поговорим о развитии голоса. Посредством голосового аппарата издаются звуки, различные по высоте, силу и тембру. Их совокупности и определяет голос человека. Высота голоса – это повышение или понижение тона, переход от высокого голоса к низкому и наоборот. Сила голоса – это произнесение звуков с определенной громкостью, громко, нормально и тихо. Тембр голоса – его качественная окраска. Голос может быть звонкий, глухой, дрожащий, тусклый, крикливый. У детей, имеющих речевые дефекты, и у детей, страдающих частыми заболеваниями верхних дыхательных путей, хроническим насморком, могут наблюдаться нарушения голоса. Нарушения голоса могут возникнуть и в связи с неправильным его использованием. Перенапряжение голосовых связок, вызываемым постоянной громкой речью, особенно в холодное время года на улице, или при желании ребенка говорить не своим голосом, например, за папу или наоборот, подражая речи маленького ребенка. Неправильное использование голосовых возможностей часто бывает связано с особенностями личности ребенка. Так застенчивый ребенок обычно говорит тихо, а гипервозбудимые дети, наоборот, говорят громко, на повышенных тонах. Также следует отметить и негативное влияние неправильного воспитания, когда окружающие сами говорят слишком громко, к чему приучают и детей, и если в помещении слишком шумно, постоянно включен телевизор или радио. Задачей взрослых является следующее. Во-первых, развивать у детей основные качества голоса, силу и высоту. А во-вторых, приучать его говорить без напряжения, меняя голос в соответствии с ситуацией. Занятия по развитию голоса хорошо начать с прослушивания кассеты или грамзаписи любой сказки. После этого нужно обсудить с ребенком, как говорил автор. Говорил выразительно. Какой голос, например, был у Красной Шапочки.
нежный, ласковый, а у волка грубый и страшный. В другом занятии следует побеседовать с ребенком о том, как, где и как нужно говорить. В транспорте, дома, когда кто-то отдыхает, надо говорить тихо, чтобы никому не мешать. А на празднике, когда отдают команду или отдают команду, наоборот, говорят громко, чтобы всем было слышно. Затем можно перейти к играм, направленным на развитие силы голоса. Например, скажи громко, скажи тихо, скажи шепотом. Например, игра вьюга, когда дети изображают голосом, так как завывает вьюга. У-у-у. А при этом можно менять силу голоса, показать, когда вьюга затихает или наоборот усиливается. Можно предложить игру далеко и близко. Мне ребенок говорит то тихим голосом, то громким, а другие дети отгадывают, где он, далеко или близко. Или могут родители отгадать, далеко ли ребенок находится. А можно даже поменяться. Родитель говорит тихо, значит, ребенок отгадывает, далеко или близко родители находятся, мама или с папой. Затем в роли ведущего поступает другой ребенок. И в эти игры также могут играть 2-3-летние малыши. Дети постарше могут учиться менять силу голоса при чтении специальных подобранных стихотворений. Вот такое, например, одно стихотворение. Была тишина, тишина, тишина. Голос у нас тихий. Вдруг грохотом грома сменилась она. Голос уже у нас громкий. А вот уже дождик тихонько, ты слышишь? Закапал, закапал, закапал по крыше. Опять меняем силу голоса, у нас голос уже тихий. Другой вид игр направлен на развитие умения говорить голосом разной высоты. Например, игра «Большой и маленький», в которой ребенок голосом изображает, как лает собака, или как ей отвечает маленький щенок, или как стучат большой молоток и маленький молоточек. Можно предложить игру, в которой речь сочетается с движением, опять же. У медведя дом большой, говорим басом, а у зайца маленький. Приседаем и, опустив вниз, говорить высоким голоском. Опустив руки вниз, говорим высоким голоском. Мишка наш пошел домой, идти в развалочку и говорить басом. Поскакал и заинька, прыгать и говорить высоким голоском. С детьми старшего дошкольного возраста хорошо пересказывать или разыгрывать сказки, в которых которые герои говорят голосами разной высоты. Это могут такие быть сказки, как «Колобок», «Три медведя», «Теремок» или «Заюшкина избушка». А сейчас мы немножко поговорим о темпе. Под темпом речи понимается скорость ее протекания во времени. Дети дошкольного возраста чаще говорят в ускоренном темпе, чем в замедленном. От этого ухудшается внятность, четкость речи, артикуляция звуков. Могут даже выпадать отдельные звуки и слоги, особенно часто глотаются окончания слов. Поэтому так важно вырабатывать у детей умеренный темп речи. Работа должна начинаться уже с 1,5-2 лет. В первую очередь взрослым следует обратить внимание на собственную речь, так как она является для малыша образцом, которому он подражает. Речь родителей и педагогов должна быть неторопливой и спокойной. Существуют специальные игры, в которых ребенок впервые обращает внимание на темп своей речи и учится его регулировать. Для самых маленьких можно предложить игру, в которой дети изображают, как капает дождик. Вслед за педагогом они стучат по столу или по коленям указательными пальчиками и произносят звукоподражание «кап, кап, кап». Сначала темп нарастает, а затем постепенно замедляется и заканчивается игра словами «кап, кап, кончился». После этого руки разводят в стороны. В игре «Шаги» малыши изображают, как ходит старичок, топ, 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 и как бежит мальчик, топ-топ-топ, произносится быстро. Можно также предложить хорошо знакомую всем игру. Большие ноги шли по дороге топ, топ, топ в медленном темпе, а маленькие ножки бежали по дорожке топ, 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 топ. В этой игре отрабатывать можно сразу и темп, и силу голоса. Для более старших детей 3-4 лет подойдут подвижные игры, такие как карусели, дождик, лесенка. Например, вот игра карусели.
начинаем проговаривать в медленном темпе. Еле-еле, еле-еле завертелись карусели, а потом. Все бегом, бегом, бегом. Тише, дети, не спешите, темп замедляем. Карусель остановите. Раз, два. Вот и кончилась игра. Сейчас мы поговорим с вами об интонации. Интонация тоже сложный комплекс всех выразительных средств изучающей речи, включающий в мелодику, темп, ритм, фразовое и логическое ударение, тембр речи. Интонационная выразительность речи включает в себя мелодику. Сейчас мы немножечко рассмотрим, что это такое. Повышение и понижение голоса при произнесении фразы, что придает речи различные оттенки. Певучесть, мягкость, нежность. Мелодику формируют гласные звуки языка. Темп – это ускорение и замедление, как мы ранее говорили, в зависимости от содержания высказывания с учетом пауз между речевыми отрезками. Ритм – это равномерное чередование ударных и безударных слогов. Тембр – это звуковая окраска речи, отражающая ее эмоциональные оттенки. Благодаря интонации мысль приобретает законченный характер. Высказыванию может придаваться дополнительное значение, вплоть до изменения смысла на противоположный. Речь взрослого должна быть эмоциональной, служить ребенком образцом интонационной выразительности, так как воспитывается это качество в основном путем подражания. Начиная с 3 лет нужно учить детей передавать вопросительную, повествовательную, восклицательную интонацию. Для этого удобная игра «Магазин», в которой дети, покупатели, спрашивают у продавца, сколько стоит игрушка, а ребенок-продавец отвечает на этот вопрос. Можно предложить считалки и диалоги, например, вот такие. «Ты куда идешь, медведь?» «В город елку приглядеть». «А на что тебе она?» «Новый год встречать пора». «Где поставишь ты ее?» «В лес возьму, свое жилье». «Что ж ты не вырубил в лесу?» «Жалко, лучше принесу». Надо учить детей передавать голосу эмоциональную окраску. И обида, печаль, удивление, недовольство. И для этого проводится пальчиковая игра. Мизинец решил на прогулку идти, но безымянный не разрешил, произносится строго. А средний об этом услышал, едва из терпения не вышел, произносится гневно. И печально сказал указательный, огорчиться большой обязательно. Вот в такую игру пальчиковую можно поиграть с ребенком. Можно совместить эти игры с мимическими упражнениями, когда дети изображают по очереди больного, веселого, удивленного, сердитого человечка. И при этом нужно произносить с определенной интонацией междометие. Ах, удивление. Ох, больной человек. Ай, недовольный человек. Ой, испуганный. В эту игру можно играть могут даже малыши, только недавно, которые начали говорить. Еще один пример стихотворения, которое сначала читает сам педагог, а затем дети, подражая ему. Дети учатся передавать голосом различные эмоциональные состояния. Самым распространенным способом воспитания интонационной выразительности речи, конечно, является драматизация, где дети показывают дикция. Хорошая дикция, то есть четкое, ясное произнесение каждого звука, а также слова и фразы в целом формируются у ребенка постепенно и тесно связано с правильным звукопроизношением. Нередко плохая дикция встречается у детей с неустойчивым вниманием, гипервозбудимым из-за недостаточного сосредоточения на речи говорящих, а также при причине низкого самоконтроля. У таких детей речь бывает недостаточно четкой, смазанной. Они не всегда ясно произносят окончания слов и фраз. Постепенно с воспитанием внимания, привычки слушать речь окружающих и свою собственную, с развитием речевого дыхания и артикуляции, с овладением голосом и улучшается у ребенка дикция.
Таким образом, все разделы работы по воспитанию звуковой культуры речи у детей дошкольного возраста теснейшим образом связаны друг с другом. Важно помнить об этом и уделять достаточное внимание развитию каждого из общих речевых навыков. Воспитание произносительной культуры речи у детей достигается путем постоянного исправления ошибок и по подражанию, когда взрослые дают детям правильные образцы произношения в собственной речи. И напоминаю вам, дорогие мамы и папы, при разговоре с ребенком слушайте его внимательно, не перебивайте. Будьте терпеливы при объяснении игр и упражнений. Объясняйте задания просто и понятно, при этом проявляйте свой интерес. Развивайте любознательность и воображение, поощряйте в ребенке стремление задавать вопросы. Поменьше критикуйте, поправляйте ребенка. Замечания делайте с юмором. Искренне радуйтесь успехам детей и не скупитесь на награду. А похвала и поцелуй или рукопожатие – это отличное поощрение. Вот и сегодня мы с вами разобрали вопрос развития звуковой культуры речи. И на следующем вебинаре мы продолжим говорить о звуковой культуре речи, потому что это не все. Мы поговорим об артикуляционной гимнастике, о развитии артикуляции, а также фонематическом слухе. И сегодня я очень рада, что вы присутствовали на моем вебинаре. Спасибо за внимание и до встречи.